С добрым утром, Якутия! Солнце уже поднялось над нашими просторами, а это значит, что уже пора проснуться, улыбнуться и встретить день во всеоружии. А Харуки Мураками каждое утро начинал с пробежки или плавания, а потом садился писать. Для него утро было временем максимальной концентрации, когда мир еще тихий и никто его не отвлекает. А вот, например, Бенджамин Франклин начинал утро с вопроса: «Что хорошего я сделаю сегодня?» И только потом приступал к делам. Это был способ сразу задать своему дню правильный вектор. Ну а мы предлагаем проснуться вам так, как удобнее вам. Ну а в лучшем случае, конечно, начать это делать вместе с нашим телеканалом Якутия-24 и НВК Саха. Просыпаемся, присоединяемся к нам. Ну и, собственно, конечно, главный вопрос на данный момент: какая у нас погода за окном? В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 12 градусов. В Заречной группе 16-23 выше 0. В южных до 13 градусов тепла. В Вилюйской 8-19, Нижнеленских 10-19 со знаком плюс. В западных до 19 градусов тепла. В Колыман-Дигирской группе улусов 8-21, в Янских до плюс 15. На северо-западе ожидается до 17 градусов тепла. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 16 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем ожидается до плюс 22 градусов. Ну а сегодня, 12 августа, в Якутии и в других регионах страны начинается одно из главных астрономических событий года. Это солнечное затмение. Полная фаза будет доступна для наблюдения в ближайшие 2 дня. Это 12 и 13 августа в нескольких точках на севере России. В нашей республике это поселок Тихси и село Быковский на побережье моря Лаптевых. Также полное затмение увидят на северо-востоке Таймыра, в поселке Диксон Красноярского края. Несмотря на удаленность и сложность логистикой, эти места уже привлекли внимание любителей астрономии не только из разных регионов России, но и из-за рубежа. Специалисты и туристы специально выбираются на Таймыр и в Якутию, чтобы увидеть редкое явление. В европейской части России затмение будет частичным. Наибольшая фаза ожидается в Калининграде, где Луна закроет до 80% солнечного диска. В Санкт-Петербурге и Мурманске явление также будет заметно. Тем, кто не сможет увидеть события сейчас, стоит запланировать, например, такую дату, как 2 августа 2027 года. Тогда в районе египетского Луксора ожидается одно из самых продолжительных полных затмений века. Отличные новости. Я думаю, любителям увидеть что-то необычное, возможно, будет полезно сегодня не спать и попробовать где-нибудь увидеть это затмение. Ну а мы тем временем передаем слово нашим коллегам из новостного отдела. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. В Южной Якутии увеличили суточный лимит бензина И-92 в Нижнем Бестяхе, сняли ограничения по дизелю. Суточный лимит бензина 92-го в Алданском и Нерюнгринском районах увеличен еще на 5 тонн, до 25 тонн в сутки. По Нижнему Бестяху ограничения по дизельному топливу полностью сняты. Напомним, ранее в связи с дефицитом топлива в ряде районов республики были введены временные ограничения на отпуск нефтепродуктов. Ситуация постепенно стабилизируется благодаря наращиванию поставок. В этом году в Якутске по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 8 участков дорог общей протяженностью около 7 километров. Глава города Дмитрий Садовников поручил дорожным службам строго соблюдать графики и оперативно открывать движение на участках, где работы временно не ведутся. Всего в этом году в республике планируется привести в нормативное состояние около 95 километров автомобильных дорог. Годом ранее, в 2025-м, благодаря нацпроекту в республике было введено более 130 километров дорожного полотна, что позволило довести долю соответствующих нормативам дорог в якутской агломерации до 85%.
Якутия занимает лидирующие позиции в ДФО по реализации программы «Дальневосточный гектар». С 2016 года в республике подано более 60 тысяч заявок, из которых около половины уже одобрены, а в 3000 участков оформили в собственность или долгосрочную аренду. По итогам прошлого года Якутия стала лидером на Дальнем Востоке, обеспечив более 27% всех заявлений в округе. Внутри региона по выдаче земель лидирует Мегино-Кангаласский район, а в Хангаласском и Намском улусах значительно усовершенствованы механизмы предоставления участков. На осваиваемых землях активно строятся частные дома и создаются уникальные туристические объекты. По освоению территории у нас очень много реализовавших свои проекты, ну, то есть такие как музей Карася в Намском районе, Маттахаус в Горном районе, гостевые дома. А есть в Мирнинском районе школа английского языка, в Верхневилюйском стрелковый тир. Ну, вот такие интересные проекты реализуются в нашей республике. И в целом таких очень много. Но в целом, а также берут земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Ну, то есть порядка 7 тысяч земельных участков было под индивидуальное жилищное строительство и сельскохозяйственное использование. Более 500 заявлений поступило в Якутскую городскую территориальную избирательную комиссию в рамках работы механизма «Мобильный избиратель». Он предназначен для граждан, которые планируют выезды за пределы города или региона в дни выборов. Мобильный избиратель позволяет проголосовать по месту нахождения в пункте для голосования в любой точке России. Сделать это можно через МФЦ, территориальную избирательную комиссию, или дистанционно через госуслуги. Прием заявлений завершится 14 сентября. Для тех, кто испытывает трудности подачи заявлений дистанционно, приглашаем к нам в пункт приема заявлений, который находится по адресу проспект Ленина, 15, в здании окружной администрации города Якутска на 1-м этаже. Работаем без выходных. Напоминаем, что при себе нужно иметь паспорт гражданина Российской Федерации, либо документ его заменяющий. В 2025 году 7 государственных учреждений культуры Якутии прошли независимую оценку качества услуг. Лидерами рейтинга стали Национальный художественный музей, Музей музыки и фольклора и Музей истории и культуры народов Севера. Глава республики Асен Николаев подчеркнул, что посещаемость культурных мероприятий достигла 24 миллионов человек. Развитие этой среды в рамках нацпроекта «Семья» должно стать значимым фактором для экономики региона. Это были все новости этого утра. До встречи в дальнейших эфирах. После обильных дождей произошел дождевой паводок, который затронул несколько населенных пунктов. Сейчас вода постепенно уже уходит, но жителям все еще нужна помощь. А в район продолжают доставлять необходимые вещи и продукты. Как организована гуманитарная помощь и чем могут помочь жители республики, поговорим с нашим утренним гостем. Это народный депутат Республики Саха-Якутия Сергей Сивцев. Доброе утро. Доброе утро. Сергей, для начала давайте поговорим вообще все-таки, как прошел этот паводок, да, и вот какой ущерб нанес все-таки некоторым регионам нашей республики. Так, в июле месяце из-за обильных дождей, как вы отметили, в Верхоянском районе затопило 5 населенных пунктов. Это село Сайды, село Сордах, село Тордулголавского наслега, село Баранук-Бабушкинского наслега и город Верхоянск. Вообще всего было затоплено 500 дворовых территорий, около 200 домов, затоплено 5 социальных объектов и 9 дворовых территорий социальных объектов. И вообще все сельхозугодия Верхоянского района. Из-за этого вот большой ущерб нанесен Верхоянскому району. 23 июля первым пострадало село Сайды Эгинского наслега. В этот день же в городе Якутске по инициативе нашего земляка Василия Потапова был организован при молодежном центре «Патриот» сбор гуманитарной помощи пострадавшим от паводка. Там сразу подключились руководство землячества Верхоянского района. Это Валентина Бурцева, бывший глава Эгинского наслега Виктор Бурцев и, конечно же, уроженцы села Сайды, которые живут и работают в городе Якутске. После 26 июля затопило село Сордах, потом 27-28
июля село Томтордулгаласского наследия и 30-х числах уже город Верхоянский, село Бронок. Вот мы сейчас видим кадры, как была организована гуманитарная помощь, да? На сегодняшний день нужно ли что-то еще пострадавшим семьям? Ну, конечно, как я уже отметил, после организации именно сперва в селе Сайды руководством землячества Верхоянского района, руководством Ольги Борисовны Прудецкой подключились все населенные пункты. Это Сордавского наследия Алексеева Кристина, да, руководитель землячества, заместитель главы и депутат районного совета Ольга Бурсова, Маргарита Другина, руководитель землячества Барнусского наследия Ирина Серомятникова и из города Верхоянска заместитель главы Наталья Ефимова и представитель землячества Никифор Садовников. Да, вот первые дни мы начали собирать гуманитарную помощь в виде продуктов длительного хранения, вещей. Потом уже осмыслив, что нужно именно для населения, мы начали собирать такие оборудования, как тепловые пушки, осушители воздуха, антисептики, строительные материалы, строительные инструменты. Вот поэтому в эти дни сбор шел именно активно, и, конечно же, организация была со стороны именно землячества Верхоянского района. Ну, а сейчас еще можно оказать какую-то помощь? Так, хочу отметить, что логистика Верхоянского района у нас очень сложная. Доставить груз можно сперва самолетом до районного центра, потом с районного центра на вертолетах, потому что населенные пункты, которые были затоплены, 3 населенных пунктов, это более 200 километров от районного центра. Вот поэтому мы на сегодняшний день сбор приостановили. В эти дни было собрано в городе Якутске более 20 тонн гуманитарной помощи. Помимо этого, в районном центре поселка Батагай Верхоянского района тоже был организован штаб по сбору гуманитарной помощи, где было тоже собрано около 8 тонн гуманитарной помощи. Сегодня на место доставлено до населенных пунктов около 22 тонн. И еще в городе Якутске остается 5 тонн. Мы должны сейчас решить данный вопрос с руководством республики, как доставить. Да, поэтому приостановили. А сейчас помощь можно сделать именно в виде денежных средств на перевод на счет администрации Верхоянского района, где подключились очень многие наши коллеги, председатели районных советов, администрации улусов. Это Черепчинские, Горные, Хангаласские, Анабарские, Нюрбинские, Сантарские, Верхнеулийские, Вилюйские, Усалданские, Эмиконские. А вот, Сергей, в целом, да, давайте поговорим вообще про гуманитарную помощь, да. Вот вы перечислили предметы, в которых, действительно люди нуждаются, да. Это тепловые пушки, это продукты питания, да, какие-то вещи различные, да. А вот на вашей памяти, возможно, были ли какие-то вещи, которые ни в коем случае не надо нести? Может быть, наши телезрители даже и не знали про это. Хочу отметить, мы 15 дней организовывали штаб, и, конечно же, люди хотят помочь, чем могут, да. И бывают старые вещи, одежды старые, да. И, как я сказал, у нас логистика очень сложная. И и туда отправлять старые вещи как-то тоже нелогично. Поэтому лучше мы туда отправим строительные материалы, чтобы люди себе ремонт сделали, а не старые вещи, да. Поэтому это как-то неудобно. То есть сейчас акцент сделан больше на восстановительные работы, да? Да, на восстановительные работы. А можно ли как-то, допустим, отследить или перепроверить? Да? Многие ведь сомневаются, порой бывает, дошло ли то, что я отправил, да? Так, у нас в районной администрации, в районном центре организована комиссия. Мы, когда здесь принимаем груз, сразу сортируем, сразу распределяем по всем наследям. Как я уже отметил, со всех населенных пунктов есть представители, и сразу сортируем и сразу делаем адресат. А еще у нас была организована такая работа, что есть адресные помощи, кто своим знакомым, своим родственникам, да, кто пострадал, тоже направляли груза. И сегодня
во всех населенных администрациях Верхоянского района, где был паводок, там тоже организованы комиссии, и они на местах тоже распределяют вот этот груз. Сперва получает администрация, и уже они распределяют. Вот поэтому помощь доходит для кто нуждается. А есть ли, допустим, среди пострадавших семей, да, может быть, какой-то список, да, либо с которым мы можем ознакомиться и посмотреть, допустим, вот я хочу точно помочь семье там Ивановых, Петровых или Сидоровых, да? Да, сегодня благодаря руководству республики, по поручению главы республики, председателя правительства, да, хочется отметить, что 28 июля председатель правительства сам выезжал комиссионно в Верхоянский район, и по поручению сегодня в Верхоянском районе работают 60 студентов строительных, да, строители помогают 5 населенным пунктам. Помимо этого, благодаря Министерству строительства была направлена комиссия, которая провела оценочную работу по всем наследам. Сегодня уже список сформирован, и к концу дня список должен быть уточнен. И хочется отметить, что это через районного уровня выплат больших для населения не будет. Вот поэтому все средства, которые пойдут на гуманитарную помощь дальше, мы хотим направить именно пострадавшим семьям, да. А подскажите, можно ли попасть к волонтеру? Нуждаетесь ли вы в волонтерских каких-то Нет, силах? в волонтерах мы нуждались в эти дни. Хочется, уже? хочется поблагодарить сотрудника молодежного центра «Патриот» Анну Мухаметову. Она с волонтерами города Якутска. Это школьники города Якутска, которые помогли в эти дни сортировать, грузить, переносить там и так далее. И, конечно же, наши земляки, это члены землячества. И, конечно же, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех жителей нашей республики, организации, город Якутск отдельно. Да, Дмитрий Дмитриевич дал поручение, и во всех округах были собраны гуманитарная помощь и доставлены общий штаб. Спасибо большое, Сергей, за то, что посетили наш эфир. Мы благодарим вас за ту работу, которую вы лично проделали. Но и мы уверены, что вместе мы все-таки поможем восстановить затопленные территории. И, собственно, следующие паводки уже как-то обойдут нас стороной. Спасибо. Спасибо. В целом, помощь людям во время паводка – это, конечно же, в первую очередь быстрое и точное решение. Но помощь городу бывает и другой. Когда, например, человек годами строит систему, думает наперед, защищает не один дом, а целую республику. И иногда лучшая благодарность за это просто не забыть его имя. Ведь порой названия улиц хранят в себе столько всего интересного. Улица Аржакова как раз-таки тот случай. Приветствую, дорогой зритель! Сегодня я бы хотела рассказать тебе о улице имени Степана Максимовича Аржакова. Он известен как якутский, советский, государственный, политический и хозяйственный деятель. Он способствовал установке советской власти в Якутии, разгрому контрреволюционных отрядов, а также являлся одним из помощников Якутии в становлении автономной республики. На данный момент на улице Аржакова вы сможете увидеть жилые дома, индивидуальные предприятия, степную думу и сквер имени Аржакова. Так как улица располагается в старой части города, можно предположить, что существует она довольно-таки давно. Еще в 1957 году она была известна как Пионерский переулок. Здесь есть некоторые интересные возведения. Например, статуя настильщика Чурочной мостовой или же памятник самому Степану Максимовичу Аржакову. Дом художника Валерия Романовича Васильева, который был построен в конце XIX века, а в 2009 году воссоздан и реконструирован. Отдельно хотелось бы выделить здание Степной думы. Это балаган, воссозданный и реконструированный по историческим чертежам. Он имеет резные детали, якутская традиционная сэргэ во дворе и крышу, украшенную фигурками людей и лошадей. В свое время Степная дума занималась переписью населения, расклада, сбором налогов, учетом всех сумм и имущества общественности, а также организацией грузоперевозок на Дальний Восток и распространением земледелия.
Контора Степной Думы просуществовала всего 10 лет и была закрыта в 1838 году. Вот такая интересная и необычная улица есть в нашем городе. Мне было очень интересно собирать информацию для сегодняшнего выпуска, и я была очень рада поделиться ей с вами. Спасибо всем большое за внимание и до скорых встреч! 12 августа звучит везде по-разному. Где-то это торжественный марш, где-то шепот рассвета, а где-то хруст виниловой пластинки. В этот день чествуют летчиков, вспоминают важные повороты истории и берегут память, да и просто, например, любуются подсолнухами. Есть в этой дате какая-то особенная многослойность. Можно гордиться, можно грустить, можно просто радоваться солнцу. На календаре 12 августа. Сегодня отмечают День военно-воздушных сил России. По народному календарю Силуан и Сила. В это время особое внимание уделяли ржи. Крестьяне говорили: «На Силу и Силуана рожь бывает пьяна», то есть полна зерном и клонится к земле. Считалось, что силы в этот день прибавляется и у людей, и у животных, и у растений. Этот день в истории. 1323. Заключен первый официальный мирный договор между Великим Новгородом и Швецией, Ореховский мир. 1851. Американский портной Зингер запатентовал усовершенствованную швейную машинку. 1865. Во время хирургической операции впервые использована карболовая кислота, фенол, для дезинфекции инструментов и рук хирурга. 1981. Компания IBM выпустила первый персональный компьютер. 2013. На всей территории России начал работать единый номер вызова экстренных служб. В этот день родились 1681. Витус Беринг, русский мореплаватель, офицер российского флота, полярный исследователь. 1831. Елена Блаватская, русская писательница, религиозный философ, основательница Теософского общества. 1887. Эрвин Шрёдингер, австрийский физик-теоретик, разработчик квантовой механики, Нобелевский лауреат. 1904 год. Родился Алексей Романов, российский цесаревич и великий князь. 1907. Александр Столпер, советский кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР. 1944. Николай Калинин, советский дирижер, композитор, профессор, народный артист РСФСР. Именины сегодня отмечают Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Максим и Павел. Тем временем в Пекине 70-летний дедушка переосмыслил понятие «спорт для пожилых». В парке Чаоян пенсионер демонстрирует невероятную для своего возраста физическую форму. Для него эти вращения – это не трюк, и эти вращения не ради спорта и какого-то рекорда. А в целом в Китае утренние практики в парках – это целая традиция. Это не про скорость и силу, а про ритм, дыхание и спокойствие. Вот. Мне, например, глядя на него, просто хочется выдохнуть, ну и как-то для себя, что ли, напомнить, что движение – это тоже форма радости, пусть даже вот в таком виде, да. Ну а вам, дорогие телезрители, мы дарим этот момент, возможно, для того, чтобы вы вдохновились на весь день и вспомнили о том, что все-таки спорт – это и есть жизнь. Продолжаем путешествовать по Китаю и теперь переходим в буддийский монастырь. Ведь там легко и очень так здорово осваивают пожарное дело. Причина в том, что большинство древних храмов построены из дерева, а многовековые традиции предписывают регулярное возжигание благовоний и свечей, что создает, естественно, постоянный риск возгораний. Поэтому во многих монастырях противопожарная подготовка становится обязательной. Монахов обучают профессиональные пожарные. Это теория, это работа с огнетушителями и пожарными рукавами, а также тактика тушения в деревянных постройках. В некоторых храмах даже созданы добровольные дружины, которые несут круглосуточное дежурство.
Например, в знаменитом храме Лининь в Ханчжоу недавно прошли масштабные учения, в которых участвовали более 60 монахов из 11 монастырей. А в монастыре Пунин в провинции Хэбэй своя пожарная дружина существует с 1986 года. И за все это время здесь не допустили ни одного возгорания. Главная цель таких занятий – сохранить бесценные культурные и религиозные памятники, многие из которых насчитывают не одну сотню лет. Мы только что увидели, как учатся укрощать одну стихию – это огонь. Теперь перейдем к другой стихии – это жизнь. В самом сердце университетского кампуса Северо-Восточного федерального университета прячется место, где природа бросает вызов климату. Оранжерея – это редкий уголок, где собраны растения из разных широт, и каждая из них здесь выживает благодаря точному расчету и заботе специалистов. Невероятный опыт хотя бы один день стать сотрудником настоящей цветочной оранжереи. Сегодня у гостей была такая возможность заглянуть за кулисы зеленого пространства СФФУ. Пройти экскурсию, узнать больше о растениях со всего мира и своими глазами увидеть, как они себя чувствуют в условиях якутского климата. И здесь действительно есть на что посмотреть. Гуаява, она растет только вот здесь, в оранжерее, вот в таких условиях климатических, там, где очень была высокая влажность, потому что она родом из Таиланда, вот этих восточноазиатских стран. Оранжерея полна сюрпризов, а знакомые комнатные растения здесь могут выглядеть совсем иначе, чем у нас дома. Представитель мангровых панданус. Вы смотрите, детки у него все равно растут там внизу. Вот ходульные корни мощные. На то, чтобы такая красота продолжала расти и радовать посетителей, недостаточно просто ей любоваться. За каждым здоровым растением стоит ежедневный уход, обрезка, профилактика заболеваний, борьба с вредителями. И постоянное наблюдение за состоянием зеленых питомцев – это самое важное. Многие привыкли думать, что уход за растениями – это только полив. Но на самом деле все гораздо сложнее. Растения, как все живые, могут болеть, подвергаться разным болезням и нуждаться в своевременной помощи. Сегодняшняя прогулка в оранжерее стала не просто экскурсией, а настоящим практическим знакомством с зеленым миром. Здесь растения получили необходимый уход и профилактику, а гости – новые знания, которые можно применить уже дома. Узнаете, что это клещ? Вот, видите, паутина же. Паутина видна, да? И вот то, что мраморность, это высасывает, соки высасывает. Возможно, после такой экскурсии привычный комнатный цветок дома уже не покажется просто частью интерьера. За каждым листом своя история, а за каждым здоровым растением большой труд и работа человека. Вероника Вайс, Якутск. Как в оранжерее из маленького ростка со временем вырастает сильное растение, если, конечно, за ним правильно ухаживать. И ребенок – это тоже наш росток. Ему, как и цветку, нужны свет, тепло и забота. И зарядка – один из способов дать ему ту самую энергию. Сейчас мы увидим, как простые упражнения становятся началом хорошего дня. Пусть эта тренировка вдохновит вас начать утро активно. Всем доброе утро! Сегодня в качестве помощника у меня моя внучка. Берите своих детей и начинаем. Первое упражнение у нас будет подъем колен. Берем ребенка, его удобно держим. У нас головка на плече. И по очереди поднимаем наши колени. Это упражнение можно делать 1-2 минуты, насколько у вас хватает сил. Улыбаемся, получаем удовольствие, и ваш ребенок тоже очень счастлив. Так, следующее упражнение у нас будет приседание. Оставляем ребенка также, или можем его развернуть, если вы немножко сильнее. Мы сажаем его вот так. И начинаем приседать. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Видите, детям очень нравится, поэтому используйте их в качестве утяжелителя. Так, следующее упражнение мы будем делать ягодичный мостик. Мы сейчас ляжем на пол. Угу. Берем нашего любимого ребенка. Мы его сажаем. Ноги можно сюда. И будем поднимать таз. Держись. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А еще, если вы хотите усложниться, можно одну ножку приподнять и делаем на одной ножке. И также считаем. Это упражнение можно делать 1-2 минуты. 1 минуту на одну ножку и 2 минуту на вторую ножку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так. Следующее упражнение у нас будет отжимание. Это упражнение сложное, но если вы будете его выполнять, как я, тогда вы сможете это сделать. Но ребенок должен быть, по крайней мере, 3-2 года, чтобы он держался на вас. Вот так ложись, вот так. Вот. Все, Кассия лежит. Ага, все. А мы будем отжиматься. И сейчас волосы уберу. Так, а мы будем отжиматься. Итак, поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Если вам на прямых руках сложно, вы можете делать на коленках. Вот она. Так, сидит, держится. И бабушка отжимается. 1. И назад. 2. Держись. 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 3. И 4. И 5. Хорошо. И 6. 7. 8. И 9. И последний. 10. Приобщайте своих деток к утренней зарядке. Им очень весело, а вам это полезно. Пока-пока, до новых встреч. Пока-пока, скажи. Пока-пока. Ну вот мы и зарядились энергией, немного попрыгали, подтянулись, пробудили мышцы. И теперь поговорим о том, как эту энергию грамотно сохранить. Потому что спорт без питания, конечно же, как машина без бензина. Мотор работает, но далеко, возможно, не уедешь. В нашей следующей рубрике эксперт расскажет про правильное питание и привычки, которые можно и нужно внедрить без стресса и жестких ограничений. Правильное питание – это не диета, а образ жизни, который обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами для нормальной работы. Основой здорового рациона являются цельные продукты, овощи, зелень, цельнозерные крупы, нежирное мясо, дикая рыба, яйца, бобовые, кисломолочные продукты. Важно ограничивать добавленный сахар, соль и насыщенные жиры. Современные исследования показывают, что несбалансированное питание является одним из ключевых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и даже некоторых видов рака. Переедание, частые перекусы, высококалорийной пищи и недостаток клетчатки нарушают обмен веществ и способствуют набору лишнего веса. Для формирования здоровых привычек рекомендуется есть небольшими порциями 4-5 раз в день, не пропускать завтрак, пить достаточное количество воды и избегать перекусов перед экраном телевизора или компьютера. Также полезно планировать меню заранее, отдавая предпочтение домашней пище перед фастфудом и полуфабрикатами.
Питание должно быть разнообразным и сбалансированным. Прислушайтесь к своему организму и обращайтесь за консультацией к врачу-диетологу при необходимости. Здоровое питание – это инвестиция в ваше долголетие и качество жизни. Конечно, полезные привычки и правильное питание дают энергию нашему телу. Но здоровье – это еще про то, как мы наполняем себя изнутри красотой, спокойствием, радостью от простых вещей. Например, от вида яркой клумбы, которую мы вырастили своими руками. Сейчас расскажем, какие красивые цветы можно посадить на своем участке и как даже пара клумб может стать вашей личной терапией и источником хорошего настроения. Доброе утро, Республика! Сегодня в рубрике «Сад и огород» вот такое красивое растение, как гелиотроп. Мне оно очень нравится. Во-первых, очень такой насыщенный аромат, который привлекает и пчел, и ос. Очень красивое цветение. Цветет до самых заморозков. Абсолютно неприхотлив в уходе. Семена взошли абсолютно все с одной пачки. Растет, радует, просто красиво. Мне нравится, я сажу его каждый год. Подкормка, значит, во время роста рассады монофосфат калия, обязательно кальциевая селитра, опрыскивание по листу хелатом железа, потому что гелиотроп во время рассады листики желтеют. Вот. Все высаживаю на постоянное место, просто полив и больше ничего. И вот он так вот красиво цветет. Сегодня в рубрике «Сад и огород» такое красивое растение, как бегония, беликония, сорт шардоне. Значит, как выращивать вот такое красивое растение? Сейчас у нас конец июля, она еще пока маленькая, но к концу августа она будет разрастется большим пышным кустом. Значит, что я делаю? Я сохраняю, например, вот один цветок на зиму, то есть когда наступает уже серия невозвратных заморозков, я ее обрезаю полностью, заношу в дом и периодически поливаю. Ну, в течение, например, 2 недель, может быть, один раз я ее немножко поливаю. Где-то, начиная с Нового года, я ее начинаю ставить под лампу. Если начинают вытягиваться побеги, я их обрезаю. И таким образом я ее сохраняю до весны, где-то до марта месяца. В марте месяце я с нее снимаю черенки. Вот у меня с одного вот такого вот растения выходит где-то 15 черенков. Проращиваю я их, покупаю мох, немножко его увлажняю и туда присаживаю черенки под крышку и под фитолампу. И таким образом у меня вот с одного растения выходит 15 штук. А потом я уже высаживаю на постоянное место уже в кашпо. Это растение очень неприхотливое, оно не требует никаких подкормок, никакого ухода. Своевременный полив, единственное, что хочу сказать, они не любят перелива. То есть это растение можно поливать, если, например, не жаркая погода, вообще раз в неделю. Тогда оно будет вас радовать вот таким цветением. Чем еще можно заняться в теплые, пока еще летние вечера после работы? Ну, будь то, возможно, в огороде или, возможно, после сенокоса или где-нибудь в селе. Но обычно, конечно, нам, городским людям, после трудовых будней хочется лишь прийти домой и отдыхать. Но мы вам подскажем. Нужно петь песни. И желательно под гитару. В городе Томмоте прошел вечер гитарной музыки у костра с горячим чаем, звездами и песнями, которые знает каждый. Собрались люди разных возрастов, дети, взрослые, более старшее поколение. И хотя был этот формат совершенно новым для города, уже с первых аккордов все подпевали дружно, без стеснения, как одна большая семья. Такие вечера, несомненно, дают ощущение общности и единения. В мире, где мы все чаще слушаем музыку в наушниках, этот вечер стал редким исключением живого голоса и общения. И многие присутствующие пожелали, чтобы такие вечера стали доброй традицией.
все поймать стремится, сейчас поймаю тебя в сумку, и стрелять ты будешь ней. Мне так хочется, чтоб стала ты моей. Чтоб поймать учиться, чтоб только к ручью, все поймать стремится, молнию. Здесь стилю. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. В Южной Якутии увеличили суточный лимит бензина И-92 в Нижнем Бестяхе, сняли ограничения по дизелю. Суточный лимит бензина 92-го в Алданском и Нерюнгинском районах увеличен еще на 5 тонн, до 25 тонн в сутки. По Нижнему Бестяху ограничения по дизельному топливу полностью сняты. Напомним, ранее в связи с дефицитом топлива в ряде районов республики были введены временные ограничения на отпуск нефтепродуктов. Ситуация постепенно стабилизируется благодаря наращиванию поставок. В этом году в Якутске по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 8 участков дорог общей протяженностью около 7 километров. Глава города Дмитрий Садовников поручил дорожным службам строго соблюдать графики и оперативно открывать движение на участках, где работы временно не ведутся. Всего в этом году в республике планируется привести в нормативное состояние около 95 километров автомобильных дорог. Годом ранее, в 2025-м, благодаря нацпроекту в республике было введено более 130 километров дорожного полотна, что позволило довести долю соответствующих нормативам дорог в якутской агломерации до 85%. Якутия занимает лидирующие позиции в ДФО по реализации программы «Дальневосточный гектар». С 2016 года в республике подано более 60 тысяч заявок, из которых около половины уже одобрены, а в 3000 участков оформили в собственность или долгосрочную аренду. По итогам прошлого года Якутия стала лидером на Дальнем Востоке, обеспечив более 27% всех заявлений в округе. Внутри региона по выдаче земель лидирует Мегино-Кангаласский район, а в Хангаласском и Намском улусах значительно усовершенствованы механизмы предоставления участков. На осваиваемых землях активно строятся частные дома и создаются уникальные туристические объекты. По освоению территории у нас очень много реализовавших свои проекты, ну, то есть такие как музей карася в Намском районе, Маттахаус в Горном районе, гостевые дома. Есть в Мирнинском районе школа английского языка, в Верхневилюйском стрелковый тир. Ну, вот такие интересные проекты реализуются в нашей республике. И в целом таких очень много. Но в целом, а также берут земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Ну, то есть порядка 7 тысяч земельных участков было под индивидуальное жилищное строительство и сельскохозяйственное использование. Более 500 заявлений поступило в Якутскую городскую территориальную избирательную комиссию в рамках работы механизма «Мобильный избиратель». Он предназначен для граждан, которые планируют выезды за пределы города или региона в дни выборов. Мобильный избиратель позволяет проголосовать по месту нахождения в пункте для голосования в любой точке России. Сделать это можно через МФЦ, территориальную избирательную комиссию, или дистанционно через госуслуги. Прием заявлений завершится 14 сентября. Для тех, кто испытывает трудности подачи заявлений дистанционно, приглашаем к нам в пункт приема заявлений, который находится по адресу проспект Ленина, 15, в здании окружной администрации города Якутска на 1-м этаже. Работаем без выходных. Напоминаем, что при себе нужно иметь паспорт гражданина Российской Федерации, либо документ его заменяющий. В 2025 году 7 государственных учреждений культуры Якутии прошли независимую оценку качества услуг. Лидерами рейтинга стали Национальный художественный музей, Музей музыки и фольклора и Музей истории и культуры народов Севера. Глава республики Асен Николаев подчеркнул, что посещаемость культурных мероприятий достигла 24 миллионов человек. Развитие этой среды в рамках нацпроекта «Семья» должно стать значимым фактором для экономики региона. Это были все новости этого утра. До встречи в дальнейших эфирах.
продолжаем наш утренний эфир. Совсем скоро 1 сентября. И для тысячи детей по всей стране прозвенит их первый школьный звонок. Казалось бы, подготовка к школе – это букварь, прописи, новый рюкзак. Но психологи говорят, что гораздо важнее внутренняя готовность ребенка. Как понять, что ваш малыш действительно готов сесть за парту? Как не отбить у него желание учиться еще до начала занятий? И что делать, если первый класс – это стресс для всей семьи? Сегодня обо всем об этом мы побеседуем с Екатериной Гранинар, детским психологом. Екатерина, доброе утро. Доброе утро. Как понять, что ребенок ваш все-таки уже готов к школе, да, а не просто умеет читать или считать? На что нужно обратить внимание? Это замечательный вопрос, потому что обычно все-таки делают основу вот на этих двух базовых навыков, но не забываем, что это только навыки, которым можно научиться. Намного важнее, это, как вы уже сказали, внутренняя готовность. Это способность ребенка, во-первых, понимать социальные нормы и правила, во-вторых, способность удерживать свое поведение, свое внимание на чем-то длительное время. То есть у нас урок идет 30 минут в первом классе, и его способность концентрироваться на чем-то вот в течение такого времени, это действительно очень важно и намного важнее, чем писать и читать в первом классе, потому что нередко детки умеют читать и писать, но они приходят в школу с игрушками, они очень быстро отключаются, бегают, не слушают учителя, и это действительно выбивает из учебного процесса. Ну и третье, это, конечно, мотивация самого ученика, то есть будущего желания идти в школу, желания менять познание мира вот с такой игровой деятельности на более сложную. Ну вот, а что делать, если все-таки ребенок зачастую говорит, вот не хочу в школу и все? Это нормально для этого возраста? Или это уже тревожный звоночек и нужно как-то уже работать над этим? Ну, когда ребенок говорит «не хочу», здесь вопрос, конечно, как он сильно это говорит, но на самом деле это же просто реакция, и у этой реакции есть какая-то причина. Для нас самое важное понять, почему ребенок не хочет. Причин может быть множество. Он боится, он переживает, он не уверен в себе. У него есть старшие братья и сестры, которые его уже запугали, потому что нередко эта история на самом деле, когда мы говорим, вот, когда сядет ребенок из садика выпускается, ты еще пожалеешь о том, что ты из садика выпустился, вспомнишь, как в садике хорошо, теперь школа, в школе. И мы ребенка начинаем как бы заранее готовить к тому, что он теперь идет в какой-то очень сложный период жизни. И здесь очень важно спросить, почему он не хочет, что его беспокоит, и работать именно уже с этой причиной. Екатерина, но вот вы сказали, что ребенок должен концентрировать свое внимание хотя бы на 30 минут, да? В принципе, в домашних условиях это можно, так сказать, натренировать, да? А что делать, если все-таки ребенок не привык к режиму? Ну, допустим, вставать рано, там, значит, ложиться вовремя, сидеть, делать уроки. Вот здесь как? Ну, здесь вот с тренировками формировать, то есть потихонечку выстраивать режим. И вообще вот этот летний период, мы обычно, особенно август, мы родителям предлагаем все-таки начинать готовиться заранее. Если это не режимный ребенок, если это ребенок, который не привык жить по режиму. Ну, например, такая проблема у нас есть с часто болеющими детками, которые, например, очень часто болеют, они, например, иногда бывают в больницах, они, например, не ходили в детский сад или какие-то кружки, и, соответственно, они были в такой некоторой социальной изоляции. Что мы предлагаем? Мы предлагаем с августа уже начиная потихонечку вводить некоторые режимные моменты. Не все сразу, но, например, с ребенком учиться вставать пораньше, ребенку предлагать попробовать собрать свой рюкзак, ребенку предлагать сложить свою форму, ребенку предлагать попробовать собрать вещи по списку. То есть мы иногда, если ребенок не умеет читать, прямо делаем такие картинки, и вот сложить рюкзак там по картинкам, что необходимо. И таким образом мы формируем эту режимность, потому что если мы ее формировать не будем, ну, все будет довольно прозаично. То есть ребенок придет, школа режимное место, то есть у нее есть свой режим, и ему придется подстраиваться только в более тяжелых, сложных, уже здесь и сейчас условиях. Следующий вопрос, да, все-таки вот детский сад – это определенная атмосфера, определенный набор детишек, да, и здесь ребенок попадает совершенно в другой социум, да, и родители все, он не найдет друзей, как же он там бедненький будет сидеть, никого не знает, и вот любименького своего сыночку-корзиночку отправить туда, совершенно в другую компанию. Если родители очень сильно переживают за то, что ребенок станет, ну, допустим, каким-нибудь изгоем, либо сложно будет найти общий язык с новыми людьми. Как с этим работать?
Ну, во-первых, здесь я бы спросила у родителей, почему они так думают, что их ребенок будет изгоем, и он не сможет найти друзей. Если у этого действительно какие-то предпосылки или это внутренние переживания родителя. Если нередко у нас бывает такое, что ребенок сам открытый, активный, очень социабельный, да, ему просто время, и все у него будет замечательно, а родитель очень сильно переживает, да. Здесь мы спрашиваем, почему, откуда эти страхи у родителя. Если действительно ребенок, ну, такой закрытый, ребенок очень сложно идет на контакт. Опять же, у ребенка, например, не было опыта детских кружков, садиков, ну, каких-то других, да, посещений детских сообществ, то здесь, конечно, мы прямо, есть даже такие упражнения, когда мы ребенка научаем всем детским играм, поговоркам, там, мы с ребенком можем прямо проговорить, как можно отвечать на какие-то разные вещи, там, вплоть до того, что мы там их учим вот этим вот присказкам до серии «Первое слово съела корова». Да. Ну, то есть, как общаются, как коммуницируют в детском сообществе, если мы не дали ему эту возможность в дошкольном возрасте, мы ему эти все равно знания и какие-то умения передаем уже самостоятельно. Но если все-таки говорить уже в целом про семью, ведь вообще первый класс – это стресс не только для ребенка, это для родителей в том числе, начиная от прописей, заканчивая там тем же самым режимом. Вот как семью подготовить к тому, что в первый класс у нас уже все-таки впереди? Как подготовить семью, да? Ну, здесь, конечно, нужно подготовить родителей, и особенно если это первый ребенок, обычно со вторыми, третьими уже семья готова. С первым ребенком все довольно... Во-первых, это очень такой волнительный процесс, когда родитель действительно в первую очередь сам переживает, для него это важный этап, и здесь просто важно понимать, что это как бы неизбежный процесс, пробовать выстраивать режим, разговаривать со своим ребенком, и, в принципе, все пройдет благополучно. Вот золотые слова. Мы желаем всем первоклассникам, конечно, такого спокойствия, ну а родителям силы и терпения. На этом мы завершаем наш утренний эфир. Всем спасибо большое. Увидимся завтра в 7:00 на телеканале Якутия-24 НВК Саха. Напоминаем вам про то, что если вдруг пропустили, возвращайтесь в наши социальные сети. Увидимся. Всем доброго утра.